Мы должны помнить, что это не первая такая резолюция, принятая Палатой представителей Соединенных Штатов Америки. Об этом неоднократно заявлял и Марко Рубио, что мы должны учесть и адресовать проблему беженцев из Нагорного Карабаха, а также заключенных. Об этом говорил также Уолтс, это советник по национальной безопасности, бывший советник президента Соединенных Штатов Америки. Но до сих пор конкретных шагов мы не видели по этому направлению. Я не могу сказать, во время закрытых переговоров об этом они разговаривают с президентом Азербайджана или с представителями азербайджанских властей. Но до сих пор мы не видим никаких подвижек по этому направлению. Мы также слышали позицию премьера Армении Никола Пашиняна во время его выступления на сессии ООН. Он сказал, что этот вопрос обсуждается также с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Все зависит от того, будет ли этот вопрос включен в повестку отношений Азербайджана и Соединенных Штатов. Потому что мы видим, что этот новый этап в их отношениях, Алиев об этом заявил тоже во время сессии ООН, открывается новый этап для отношений, для урегулирования отношений, потому что мы помним, что во время президентства Байдена эти отношения были натянутыми. Так что я думаю, что Дональд Трамп, если он захочет, если он использует рычаги давления, которые есть у Соединенных Штатов на Азербайджан, может урегулировать этот вопрос. Но он это сделает или нет, мы должны понять, что сейчас обстановка в мире очень натянутая, и армяно-азербайджанский конфликт уже исчерпан. Мы говорим о беженцах из Арцаха, и этот вопрос, я не думаю, что сейчас стоит в повестке дня у президента Соединенных Штатов Америки.